прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Педагог. Великая миссия. Учитель является фундаментом формирования будущего страны. Эта профессия одна из самых благородных. В Грозном отметили День учителя. Какие напутственные слова выразил Рамзан Кадыров? Влюбленные в небо. Задача спортсмена – приземлиться точно в мишень размером с 2-рублевую монету. Международные соревнования и финал Кубка России по парашютному спорту проходит в Российском университете спецназа. С чем сравнится свободное падение с высоты, расскажем. Такие же, как и все. В 2023 году на диспансерном учете у оториноларинголога состоят более 500 малышей. О современных аспектах реабилитации детей с нарушением слуха говорили ведущие специалисты страны в столичной клинике. Амина Тубилагова законспектировала самое важное. Педагог в первую очередь должен быть примером и образцом, воспитывать подрастающее поколение в соответствии с традициями, берущими свои корни из глубин тысячелетия. Такую оценку роли преподавателя в жизни каждого дал Рамзан Кадыров на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню учителя. Образовательная сфера претерпевает колоссальные изменения. В этом году трехсменный режим обучения ликвидирован. Введены в эксплуатацию 27 новых школ, а 76 после реконструкции. Мадина Кураева о героях нашего времени. Учитель является фундаментом формирования будущего страны. Эта профессия одна из самых благородных, важных, трудных. И слова первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, учитель создает нацию, подчеркивают великую миссию педагога, его роль и значимость в жизни всего чеченского народа. На торжественное событие, посвященное ко Дню учителя и году педагога и наставника, вместе с соратниками прибыл глава субъекта Рамзан Кадыров. В зале собрались преподаватели школ региона. Только за последние 2 года в республике построено 40 новых школ. За текущие в рамках нацпроекта образования открыли 25 общеобразовательных организаций на 14 384 посадочных мест. Начато строительство еще 10. Во всех 533 учреждениях созданы все условия для комфортной работы педагогов и обучения детей. Учительство, когда в глазах холодных зажжется понимание заря, и ты поймешь, старался не бесплодно и знания разбрасывал не зря. Перед собравшимся с приветственной речью выступил министр образования и наук Чеченской Республики Хошбау Дедаев. Руководитель ведомства поблагодарил Рамзана Кадырова за всестороннюю поддержку и внимание, а также рассказал о выполненных задачах и планах. Сонқастан әлі лерами мекда хвега хокчабол чаннахиш дадаган шараха ахтхун халха хиттин дол диешер шерчдоғштыл диқаршы о үше қочтен әл хитштутқа онд әлші дадаганы диешер шо бақала бақдолшы хаберкат ханақ остал хағо бағандолшы хызы дика жамқштошы чеқдәлатқа хоққа хаға дира шеизер шоғчу шеизер тқайқоғчу Düzen Deutsch dolçu şinşer çuha şost kel işkol hayılna nokçi çuha her şaçaq dali Глава региона отметил положительные изменения в образовательной сфере. За последние годы заметен прогресс во всех учебных заведениях. Поднялся уровень профессионализма преподавателей, благодаря чему знания учеников на высоком уровне. Рамзан Кадыров подчеркнул, что работа учителя ответственна и трудна. Каждому ученику нужно находить индивидуальный подход. В первую очередь педагог должен быть примером и воспитать подрастающее поколение по всем традициям и обычаям чеченского народа. Tavallaan hausketa dana, ugri yöspol, ugri dan boch şişoçpol, na bazba, ya hausket dan. Osso dan, tasvelo alışu, beş dana, hisloşdu, hiç dan, roli dana, hayş, trayırtır şkol, inşallah dan, bayit şuarha, yolşu şkol, isrenaha, binşol dan, haç devahi. Snona čuapoljoč, kuratilčtoš, bez dirizajasnona, a ujuhince južda
i skolan dan Respublika Ösjöljulča med возможности дана есть школши така yüksकाду дана şu halaç dana yok armi şu yarhavay da şunlerin dana prezident ve vaybalsmalar dana bilgal dakan god pedagoga i nastavnika iz boklara bu da eto ovaj участвовать в соревнованиях или конкурсе, но я раньше до этого был, да, я مسير زاير جوال نوحنا دانا توال خلا توال خلج إذن لا تنارم بالا أنا إيرا كندق أشتغل جدنا ذوقنا بس دائما دوسنا صدانا شغل عنا أتليشنا دوش ور بيعتك داسي شيستك داسي وهذا جو خط بوش تمز خلقت خيرت خلان ماتش دعديش سات قدام دين دان زاد موز لا ناس جامسن دعديش صدادوش لودوش شيل ومحبوش أو يشوف تيك دو ماتش بق والخط نعبي أقنا يو تشوف يوش دوحدين كنا يلو ماتش على صدان تعال وان جاخي صدر دوقب خط صدر دان تعال أسلوبي أثر سوتشو علش سوتون داده على دان ولا سيدان دان بوسال دين هي سير دان جالا يالون سونج قوي تلاستان سو نوتش ما بيش وسندس das was mal bis muss das annex noch mal abit das mal bis was muss so zum da alle dann so sei تعال بيخمو شيء دان سأقول بسيكولوجي أدمي دان يشغلي فما هي هو دان عن شو وحاست وكان هي عم بوا سن بسيكولوجي يشتغل تي دان هنداش أسمعش بيش بولدان سو على كمان دلوقتي عندنا دا إذا نشكلنا هوش بيتناس الشاوري رزنه بود أصلا هور نپد خود تکریچی حبال عزبی دا هور نداره تیارت مشی ذکر بیز دقدان بسردن شان شده هی هر هودان ایوه ایده سودان عدسیم دان استوتیش خود قول دانه چه دوش دستان اش دیتنگ اش دینگ اش لچدیلنگ دانه چون سوی حالو تلو میاجو احسن دانه دیش عندره تو دان زلط میدل شو دخلتن خلاص دانه چون کی را دو گه نوچل صار چه باعث میتوان تنها وصل نکراسن وصل ما دنیا بیلو میخنسو ده امسون ویش از ایسیگ سوژیز دانه سون امیلو ول سونه ده تو باور دین و ول داگه شد سون داس تایو زاو گه آلو چه ناتکبر دائما پاپیروس ایشتان ورد دیس کرده چون ده توی میج او ویدانه دیشان عمویه تا چون آنها چهار سیلشی چون باند چون تریست ایزانک چه تریستی فن ایها و اسکان درنگ زمانی میتکی دان ایسان دانه ایسان دان تایش تو کوره دانه شیعه دانه Он также подчеркнул важность изучения родной речи. Детей нужно обучать чеченскому языку с самого начала, так как он олицетворяет все красивые адаты нашего народа. أخذي دي خوش دانا مصنعت عدان دعوات جمعت حلار ودان سوجس دانا شابرزان عباب إنسان دان دعوات نبوي بعد أرجون تقطعن لولا عشرة دان أرجون يعني بور حقوق سنت النحشي مهبيج دان حاجة عقل هو بيج فمتن دان النحشي مهبيج أنا راسك مهبيج هو ملتن شاوس ويدان شكورا ديسك سادع ونانس دونا دينانو زميدو تا حلقة يدوري بعدنا بيرش دونا تاتين دروني كوشكو تا اوشي دونا داغاس كمات بيت اور خدات تشو عبود ديسك سادع بيت شكوري بيت جناح
سيرم في أكسنت وشغل إذا أنا مو عم بقعد صنع راسكم مثلاً ليش كسادي حب يجي مولتين مي حوس إيش أرابسكي عم مش بويش صان صار دون يمو دون نيشار دون بأس ما بيش نوش من ساعد وستراش وطبعا أنا وصل كيرت واشلونه هو أشوا مو وهو أجلس صول فريت كاك دلا جاه يا خارشوا دون أول دسنا او ديال زوزو يعرف دون دعوت دسنا أول حزات دون ويش دون نوكي دون قدي فلوسنا совершенство английский мат бьются, русский мат бьются, цен ночи мат бьются, растана. Дикшаду растана, мы пришаду растана, дикшаду растана, кехан растана. Цузим ёлчу дона, царь мауши английский мат бьются, на дон, английский мат хаш бестец боли дон, ой мы чего хаса на его, русский мат бьют, ночи мат бьются. Ich habe gemerkt, dass أصلا درجة ببيش بقول نحكي مسبوق نحكي يوزن ده شو سدي هذا شو ده أقدر نحكي موت إذا هو لنا سهل تدلون أقوى أي بركتي خيو أقوى دون داخل إيسي خيدو إذا يغلق شيء دوش دوال تيسلو بزبدين أوتل دزل دوستو ويقدر يلقش على ولاها وينحشي خدات ويقيام سناخذ. Рамзан Кадыров в очередной раз напомнил, что истинный сын своего народа – тот, кто встает на защиту отчизны. Бойцы из Чеченской Республики достойно показывают себя на самых опасных участках специальной военной операции. Они должны быть примером для других оставшихся дома. Министр обороны там дядя лучше, ночи лучше да, батхал лучше. مصر تبلغ يعني بدبيات وجاء النقطة شوية الدانا الدل كمان دي تبلغ الأقصانا وي حست وشان إيش عامل شو وشيني شو إيش داس إيش وان هاي بداسان نقيل خلبيش بيشبهنا إيش سنان ساعي ألا سيش ساعي ألا سدود دعور ألا باش إيش خبر داسان دايما كان يشفي أربولش يوازع يكون خلاص دايما كان يشفي أربولش دايما كان سيسسقوش يكون هو سيدي بوجلي تجلي يكون هو غلق ده قبل كاتيجوري يوداس عشان يجيب خلق شاوت شعبي تاعنا إذ وانا خلي اللي شو داس نخو لا شو أولا اللي شو أولا بقول دير جاكتك دال عباد ديش خليج حد دال وبورنيس فيجي حد ديل جاكتك خليج شو مخضر دال عن دك دايش ملخو باشو باشو ويملخ حلاتي عبوس الدين دونا اللي لو مدياز اللي لو شو والله دونا دال عن كلام مثل شو خليج شو داس أو قل ميل دولة ذاك ديل يوضو صوي وضو سندي هور دوزة يحشو حالة دازمي دولتينا هاي دوزة وقوي ولا حاجة سنوالتي ورق على أهين حي دوزة وقوي ولا حاجة تو دقم تخيط أصلا هم العشي دوزة خلشي هور لعبة يوضح هور أنا تشي مسكر بيه تاسورنا دون ديت محدود إيش واحد ينشينا أو عامل السكولا دون صون فوق هم شلون استعطاء بدمة كذا الناس يسافر شاخيت سير تقبل تيجي ده هو عادي تيجي هاي قد سينسا وشلون ما يقعد تيجي مخيسا هو شلون أوت خيسا أخوي ده شلون تودي دون ديش الحالدو دحية قي حالدو ده إيماننا دون إيسا دون شش ليش مثل عشان دوزة دقيقة ويقام شو دقيقة لا لتوشة لا بالمسيح. Здесь же состоялась и церемония награждения. Из рук главы субъекта отличившиеся учителя получили почетные звания. Алхазур Бакаев – заслуженный учитель Чеченской Республики. Преподает физику и математику. Работает более 40 лет. Не раз отмечали его профессионализм. Получить почетное звание «Народный учитель Чеченской Республики» для него большая честь, признается Алхазур. Меня глава республики поздравляет уже примерно на таком уровне второй раз. Первый раз было в 2012 году, когда я стал победителем конкурса «Учитель года республики». Наш лицей носит имя президента, так что уже будучи простым учителем,
каждый учитель президентского лицея несет на себе такую почетную обязанность представлять первое лицо. Так что, конечно, приятно. Стоит отметить, что в Московской области проходит финал всероссийского конкурса «Учитель года России-2023». И Чеченскую Республику представляет победитель регионального этапа всероссийского конкурса педагогического мастерства учитель английского языка Белла Яндиева. Присутствующие пожелали ей удачи и успехов. Большим подарком на мероприятии стала концертная программа с участием звезд чеченской эстрады от Министерства культуры. Впереди перед министерством стоят не менее масштабные планы. В предстоящем году планируется создать 42 центра образования естественно-научной и технологической направленности, 2 школьных технопарка, обновление материально-технической базы в 40 общеобразовательных организаций для внедрения цифровой среды. Мадина Кураева, Маусар Хаджиев, Харун Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Одна из центральных магистралей Грозного, улица Жуковского, открыли после ремонта. На торжественном мероприятии принял участие Рамзан Кадыров. Политик отметил успехи столицы в развитии. Сейчас 6 полос для движения, протяженность составляет 2,5 километра. Сделано немало. Кроме укладки асфальта, заменены светильники, бордюры, опоры освещения, люки. Репортаж Лейлы Муртазовой. В начале текущего года мэрия города Грозного начала масштабные работы по обновлению инженерных коммуникаций, а также в сфере дорожного хозяйства. Реконструкции подверглась и улица Жуковского. Ее протяженность 2,5 километра. По этому проекту и о ходе проделанных работ отчитался столичный градоначальник. Это событие стало еще одним подарком для жителей в канун юбилея города Грозного. Реконструкция улицы протяженностью 2500 метров стала крупным проектом, направленным на улучшение дорожной сети города. Здесь полностью обновлено дорожное покрытие, появилось современное уличное освещение, проведены комплексные работы по устройству новых тротуаров и пешеходных зон. Озеленена вся прилегающая территория. В ходе реконструкции также обновлены подземные коммуникации. Такой комплексный подход позволил не только улучшить внешний облик улицы, но и повысить безопасность важной транспортной артерии. Рамзан Аматович, благодаря вам все инициативы, направленные на улучшение жизни населения, успешно претворяются в жизнь. Поэтому мы живем в прекрасной республике, которая преображается с каждым днем. Этот непростой путь был начат легендарным политическим деятелем, первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Да примет Аллах его шахаду, который отдал свою жизнь ради мирного и процветающего будущего нашего региона. Рамзан Аматович, я искренне поздравляю вас с реализацией еще одного проекта. Желаю вам дальнейших успехов в деле служения народу. Пусть эта улица станет еще одним символом развития и прогресса нашего города. Рамзан Кадыров в своей речи поблагодарил мэра города Хасмагомеда Кадырова и всех задействованных в этом проекте и отметил, что наша республика показывает успехи по всем направлениям. Развивается в том числе и дорожная отрасль. Уважаемые гости, дорогие друзья, сегодня радостный день для горожан, точно, и тем людям, которые с утра до вечера и ночью ездят по городу. Сегодня благодаря этой дороге Грозный разгрузится на 30% минимум. Поэтому я хочу пожелать строителям огромное человеческое спасибо мэру Грозному, который нашел средства небюджетные, чтобы построить эту дорогу. Я всегда люблю строительство, а когда действительно идет стройка, от этого получаю удовольствие. Поэтому я сегодня счастлив, что мы имеем возможность строить дороги, города, села, сельское хозяйство, строительство. У нас все направления, транспорт, мини-автодор, любое направление возьми, идет на 100% развития и на 100% улучшается их деятельность и внутри министерства ведомств на территории доверенной им. Для этого будем серии объекты.
Наш регион – один из самых благоустроенных в стране. Улицы, скверы, парки преображаются каждый год. Руководитель субъекта отметил, что все эти труды должны цениться, а тех, кто нарушает порядок, наказывать. شوات بارك شيدو ديسكي بلاشات شيدو مصو ما دون وين عيني روي دون غور دعونا مصو دون درو بلاشات كش مصو مت دماش على هذا ليمون شيش دون بردوش يوكش مصو متاي نير دلعت وي تنحو بس دون بيرن عبين بول دون كتشيلت ايه او كبيش دون تنشيح يحصل يتصندس برشا يعدوش ميدو سنديل يحصل يطلع يعدوش خلشي شاد يلعب عناهم بين بخار السهم يحصل أردون إيدوش دون بودا بديش إتجيول بس سنديل دون إسند كان يعدون بابا بيس إيش نكزت بابيس سايو وصلنا ولد بابيس دوت максимально город камеш хито ездон каждый метр зайда основной мечка камеш хито ездон да молодона ودير باش كيتر بون ساكيش باش كيتر بويدا دا молодой حلوة نجنون حلوة جوبو چوكواس يشن چوكواس وردو داستان ويتديشن دانا ويدوج دو داس ديش اودينا قيدينا وصو اوردان داتي ويتديس بعد داستان وده وديشتك شادك ديل ديكم تديشتك شيء ده ده شيء انا حاول شيء ده عباش في الاسنان ده المصو دانا اتشيدن بالي على رويل گوش یاتشو دان هما کردانه و این چهار میل دان مرش ده هردو ده مرش مگش ایس اتو باش ده هردو مثلا ده مثلا. Далее настал самый фееричный момент. Официальный старт открытия сопровождался грандиозным фейерверком. Комплексная реконструкция проводится в связи с увеличением транспорта. Такие изменения разгрузят дорогу и обеспечат безопасное и комфортное передвижение. На данном участке добавлено дополнительные полосы, теперь их 6. В рамках реконструкции по всему маршруту установлено все необходимое для регулировки транспорта, движения и пешеходов. После открытия улица сразу заполнилась движением. Автомобилисты и жители региона оживили данный участок и с большим восхищением отозвались о новой дороге. Параллельно с этим в столице открылась дорога по улице Мата Кишиевой. Ее протяженность 1,5 километра. Здесь полностью заменен бордюрный камень, как и само полотно. А кроме того, обновлено наружное освещение. Количество полос для движения теперь 4. коммуникации сеть поручение лавала уличишь тат жиш суаура одеш условия шаеш вицундер тон болба проблема чеф тавана хар жуковский хар цабой междик жодуш قدم غاش ليل شودو قدم خلارو كاشف هون هاست مجدي بينشينا جنير متسون شو سمو دردردم ميكروريونات центра اليشو تيجا اشتي غاش ليل شبول بولوار بوي улиц игр бой тига так на интерна речер парката он ялмелош а лесу айги 6 километр бонец лесу аболни черна реча тропинг швой ше коляски цбершен ше семьяти багабон булбула еще ше та экологически чистый парки та дакидич дошна анцолта ala чо хазни села харсан чо та за ремонт уж улица в городе оборитяет хбабоч отцота фема шорбина а четырехполосный спалар вы а вообще год там бар бар это бар а
انت تعاويات اسم برقه دكان زا واحد تشوز بناش بلوس قي خودو وقع انت كاجدي شي تكيولجن على شي ستايانج تسينو دوجن على ستايانج ماشينش دخيتو وزمون تاعت حال يبيد خلر جوت خلر سونخ اون تخيتو شو ماشينش وبريد عصبه وزمون رست خلر خذا بروبكشور این زوار خاص شوار بن دعوات وقع وكيل بابا ده باور ده خاص يوم سلح نوقع بروست يعني شو رزقروس كورو شو وقاقي ديتش ده كان сезон дичь, садишь дикола, и дичь дюрдо что кашор. Ё следующий этап избачев, меж ты будешь беги халоцер бо. А кукол сан гызе дагватти поручение, возможности, да, то аек чандулы да мова вот я говорю. По словам местных жителей, их обновленная улица с качественной трассой радует так же, как самих автолюбителей. قلت عودي تلش أتزبرت بيشخودن أسلوب كي عن دقوق درقز خون بيزا باسنا آخر در ديح دولة سيح دولة بيرن ديح سيح بالا ديريس خلق وقرحاو ديريس سنة خلق هردقايدين هالوقنون متخداقا رمزان كديرو واسر ويش يازر. Отметим, что в этом году было отремонтировано и идут к завершению более 60 километров автомобильных дорог. Основные из них выполнены в рамках национального проекта. Лейла Муртазова, Рахман Хаджиев, Сайцелим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева состоялся сольный концерт народного артиста Чеченской Республики Валида Гадаева. На сцене прозвучали все самые известные песни музыканта, а также других исполнителей чеченской эстрады. На мероприятии присутствовали и официальные лица во главе с Рамзаном Кадыровым. Руководитель субъекта выступил с приветственным словом, политик представил нового министра культуры Мусу Дадаева. В свою очередь Айшат Кадырова переходит в должность вице-премьера по социальному блоку. سلام باشد و هوجی صدا دیابتی ولویدان هر دان اشوال مرتانی دادا موسى شا منیستر مواقع شا اشوال مرتانی باجا اوز بیزم بیقعدان زقعدان حوال قیدال کل منیستر کلتور حوال موسى قیدال خزر والوال شو زين والوال شو اوز بیزم بین اچو نودش نبادی دشتن ناس تسافر بزيت أحمد ضدها ده رئيس الله وهذا ده عبيد كبير ده قوي من يستردون حلو عايشات ليتس بريمير يانا صوت بكتوري تيادون ده عبيد كبير أو كاشر عدونا شن ما عدونا أش كولتور بلوش دكو قاعدة دكو إزمين الشيء ده specialistisch ladroč dan uroveň совсем dan kajski brille artistisch dan acteurs dansers dat с удовольствием dan бахбеш гуштовен dat is way чалукш dan de lowe heen dat echt aan dan in dan moest ala werken dat hoger voor dat dan moest dik wat reis voor dan moest zo dan halt aan bosch wezen dat was it's a president's guardia whatever. تيجي عدان تخدع دان دحر دان لا لازم والله بس شامل وش دا وش عشر دان صوش بوجوال دان يسوس تيجي دور دان سهوش بقى أنشي دان دش دق سوش تيجي دق عشاء رمزان بوسي ماش كانت دان دش دق هوش ديش يشوف كم بغاز خيارة بأخ أو شما تاج دش دق جو تخشي وقت عين هذا يقن بقريت وده أشتغل ده قديش دار شيء وجه صدق ديش دقتي زوج دار كان ده قرداي زوج دار بقدين دار يوتو ده دارنا هذا بدور دار دليش دار ده خوشي مسلم ويسون أدوكات الله ده يو حاوي الأدوكات وش الحاوي أنا أصلا موسى وديني وأشخاص يتصلون داس أسمع حوالي شيء حوالي هذا واحد داس مسلم أكثر بورس داسنا يو هو مشان شخص هو مشان شخص كنسبيراتيون الله قدان حوالش دانا مسلم بود حوال حباقنا از بيزنس هوش حاجة تدخل خير عطاء دان شو الله وش وراه يعرف بعد ما طلعنا مسلم وعدا سنة تقدر قدان مو زاد خد خير دان تمشي بيش دان دالي دان أو نيت أو كون وش دان دوك راح يجدان
ده مولا دان إدلن متعددي كقوش ديشو تانك دان رحشة خلات نسولون دان ذاك دان أبشم دان دان قوت من أرش حشر عوالا وداس دان ويا قوت ما شغل دان بيج شو داس ده رئيس ملزان دان الوالدي كنسر دانا يعلير دان والدي دان تعلير شو تعلير دان لا sono in en watter och sällan tar man dan sällan där idag måste jag rätta sig säga på så ni är rätt det så där watch dan där dan och har en ille skulle då ta shower لدو أحترم سنجدان هاي ممكن تعويض شيء هاي ويلا تعويض شلون هاي بشادر رجيد عيران زام ناخل خلوان شخصية شادر رجيدان تمسوا مع دان حدك شايل شلون شاقي حلة تخود أصلا تندر دان ناس هون كنت يلا شور ولا شور دير شو ناخل دير والد ناخل. После состоялась торжественная церемония награждения. Указом президента Российской Федерации за вклад в развитие отечественной культуры и искусства многолетнюю плодотворную деятельность присваивается почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Гадаеву Валиду Шахидовичу. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин указом главы Чеченской Республики за выдающиеся заслуги в развитии культуры и искусства Чеченской Республики награждается орденом Кадырова Гадаев Валид Шахидович. Указом президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства многолетнюю плодотворную творческую деятельность награждается медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Кадырова Айшат Рамзановна, министр культуры Чеченской Республики. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин указом главы Чеченской Республики за заслуги в развитии культуры и искусства Чеченской Республики присваивается почетное звание «Народный артист Чеченской Республики» Кадыровой Айшат Рамзановне, заместителю председателя правительства Чеченской Республики. خلاص دان ده اول دان عايشه ارتست ده دان ارتست صغيره ده عشان ده زاني من رجوع دان ارتست خلبه بعد شو ده دان زاني خلاص يتعين دان Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Муртазова Элина Сайдахмедовна, помощник министра культуры Чеченской Республики. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник культуры Чеченской Республики» Байсаровой Марет Дениевне, первому заместителю министра культуры Чеченской Республики.
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Расширенную версию сольного концерта Вали Дагадаева смотрите после вестей. Продолжаем. Секунды безграничной свободы, а после несколько минут созерцания мира уже с парашютом. В Российском университете спецназа проходит международные соревнования и финал Кубка России по парашютному спорту. Участие принимают порядка 100 спортсменов из субъектов России, а также стран ближнего зарубежья. Состязания продлятся несколько дней. Какие дисциплины подготовили организаторы, расскажет Лейла Муртазова. На территории Российского университета спецназа собрались самые именитые спортсмены в рамках ежегодных международных соревнований по парашютному спорту, посвященные 71-й годовщине президента страны Владимира Путина. Также здесь уже в 3-й раз проходит финал Кубка по купольному пилотированию памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Иван Жаринов участвует в состязаниях не в первый раз. Он уже становился победителем в прошлогодних соревнованиях на этой локации. Второй год подряд я приезжаю сюда, участвую в этих соревнованиях. Одна из лучших территорий. Здесь и гостиница оборудована, все в одном месте, все близко. Труба, можно потренироваться тем же спортсменам, которые приезжают, потом попрыгать также потренироваться. То есть идеальные условия гостиницы. В соревнованиях участвуют 94 спортсмена из России, Белоруссии и Казахстана, среди которых чемпионы мира и Европы, мастера спорта и многие другие. Участники борются в захватывающих и экстремальных дисциплинах, такие как купольное пилотирование и точность приземления. Еще большую зрелищность придавали 2 самолета Ан-28 ТР-301, из которых за полетом соперников наблюдали остальные участники. Основная борьба на этих соревнованиях, конечно, развернется между спортсменами, представителями ЦСКА. Это спортсмены сборной России, представители ЦСКА, и представители воздушно-десантных войск Рязанской области. Это наши спортсмены. Ну и, конечно, спортсмены из Беларуси. Сезон подходит к концу. В этом году мы не раз встречались как на чемпионатах России, так и на чемпионате Республики Беларусь. И вот сейчас финальные соревнования этого сезона. Спортсмены все готовы, в максимальной форме, долго ждали этого старта. Но все идет к тому, что вот перед финальными турами будет очень серьезная борьба. В дисциплине точность приземления участники выполняют прыжки с высоты 1000 и 1100 метров. Она проходит в личном и групповом зачете среди мужчин и женщин. Задача спортсмена – приземлиться точно в мишень размером с 2-рублевую монету. Для этого на площадке находится специальный мат, на котором есть датчики. Участник должен пяткой точно попасть в центр. Уже по традиции площадка для проведения состязаний в очередной раз стал одним из крупнейших в мире центров воздушной подготовки многофункциональный центр Good Sky. Оценивает выступления парашютистов с помощью электронной системы, измеряющей скорость и дальность прыжков, фото и видеофиксация. Первый прыжок очень волнительный, в новом месте всегда, но мы настроились и в целом неплохо прошли с командой. Вы довольны? В целом, да. Очень долго летали, облачность была низкая. Полчаса, наверное, пришлось провести в самолете. Наконец-то выпрыгнули и приземлились. Также на базе учебного центра состоялось торжественное открытие финального этапа Кубка России по купольному пилотированию и соревнования на точность приземления. Участие в нем приняли должностные лица региона. Для гостей исполнили традиционно чеченский танец и выступили известные артисты субъекта. Помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев зачитал приветственное письмо руководителя субъекта. В 3-й раз подряд на базе крупнейшего в Европе авиационного комплекса, расположенного на территории Российского университета спецназа, проводятся соревнования по парашютному спорту такого масштаба. Данные соревнования собрали здесь мировых лидеров парашютного спорта, среди которых члены сборной команды Чеченской Республики. Нас радует, что Чеченская Республика, как и мечтал первый президент Ахмат Хаджи Кадыров, прекратила быть полем сражения и стала одним из спортивных центров страны. Организаторами мероприятия являются региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Российский университет спецназа, Федерация по парашютному спорту России, Центр воздушной подготовки Good Sky и правительство Чеченской Республики. Отметим, что соревнования проходят с 1 октября и продлятся до 8, по итогам которых участники станут обладателями кубков и медалей.
В Грозном заложили капсулу под строительство первого в регионе промышленного технопарка «Альтаир». На торжественном мероприятии присутствовали заместитель министра промышленности и торговли России Андрей Беспрозванных, председатель правительства региона Муслим Хучиев и другие официальные лица. По проекту на территории технопарка будут располагаться один административный и два производственных корпуса. Также будут созданы два объекта технологической инфраструктуры – конгрессно-выставочный зал и центр прототипирования. Реализация проекта восполнит российский рынок микроэлектроникой, а также позволит создать 500 рабочих мест. Была поставлена задача на развитие инфраструктуры. Сегодня инфраструктура – это одно из ключевых направлений, таких перспективных направлений, которым занимается Министерство промышленности Российской Федерации. И здесь сегодня мы присутствуем на, наверное, важном таком событии. О современных аспектах реабилитации детей с нарушением слуха говорили в Республиканской детской клинической больнице имени Глинки. Мастер-класс провели ведущие специалисты страны. Слушателями выступили логопеды и сурдологи, сурдопедагоги и родители. Амина Тупилагова расскажет о программе семинара. В Чеченской Республике каждый год рождается приблизительно 28 детей с проблемами слуха. В 2023 году на диспансерном учете у оториноларинголога состоят более 500 малышей. Ведущие специалисты страны собрались в регионе, чтобы помочь подрастающему поколению адаптироваться к нормальной жизни. На базе Республиканской клинической детской больницы имени Глинки с логопедами, сурдопедагогами, сурдологами и родителями встретились специалисты федерального уровня. В рамках народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Крепкая семья» проводится мастер-класс для специалистов, для родителей, которые занимаются детьми с особенными возможностями, скажем так, дети, которые имеют ограничения по слуху. И, безусловно, вот те практические действия, которые сегодня уже мы видим, с момента последней встречи, в прошлом году в декабре месяце была первая встреча, сегодня уже на базе Министерства здравоохранения Чеченской Республики при активном участии регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России, основатель Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Ахмад Хаджи Кадыров проводится очень необходимая и важная работа. К мероприятию присоединился министр здравоохранения Сулейман Ларсанов. Он тепло поприветствовал гостей. Мы рады приветствовать гостей нашей республики. Для нас это событие очень важное. Было запланировано мероприятие, посвященное реабилитации детей с ограниченными возможностями по слуху. Тему, которую мы сегодня будем с вами обсуждать, она обширна и не теряет своей актуальности. Среди спикеров был и директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Владимир Дворянчиков. Тема действительно актуальна и значима, она своими корнями уходит в древность, да, как говорили великие. Это глухота еще более серьезный недостаток, чем слепота. Она мешает быстрому, адекватному мышлению. Как говорил Кант, что глухота отделяет нас от мира людей, а слепота от мира вещей. На семинаре обсудили и кохлеарную имплантацию. Это метод сухопротезирования, применяемый в случаях неэффективности или низкой эффективности слуховых аппаратов при наличии у пациента сенсоневральной потери слуха. Состоялось также интегрированное творческое выступление, цель которого показать возможности детей, прошедших через эту процедуру. Их старания поощрил подарками региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Здравствуйте, меня зовут Ашнарзаева Раяна. Я хочу рассказать стихотворение про папу. Мой папа веселый, но строгий и честный. С ним книжки читать и играть интересно. Далия Хатиева в свои 5 лет ходит в самый обычный детский сад, разговаривает и ничем не отличается от своих ровесников. Только если присмотреться, можно заметить кохлеарный имплантат. О диагнозе мамы малышки Асмарт узнала еще в родильном доме. Это позволило своевременно начать лечение, что дало отличный результат. 2 раза в год реабилитируемся, поддерживаем, ездим на какие-то настройки в тот же Санкт-Петербург, в Лурни. Они нам здорово помогают, и мы идем дальше. Сейчас она практически не отличается по развитию слуха от других детей. Сурдологи у нас замечательные, сурдопедагоги хорошие, развитие есть.
В целом, высокую оценку специалистам региона дают все федеральные гости. Ведь даже при благополучном стечении обстоятельств и своевременной операции ребенку, имеющему проблемы со слухом, нужна грамотная реабилитация. Мало ребенку поставить вот тот самый аппарат в ушко. Надо научить слышать. Там сначала просто какофония звуков, он вообще ничего не понимает. И вот именно долгие, постоянные занятия с педагогами, со специальными сурдопедагогами возвращают ребенку слух, возвращают ребенку речь и возвращают ребенку жизнь. Усилия имеют наибольшую эффективность, когда объединяются все уровни – государственные органы, профессиональное сообщество и ответственные родители. В Чеченской Республике вопросы здравоохранения на особом контроле у руководителя субъекта Рамзана Кадырова. А региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова всегда чутко слышит зов о помощи каждого, кто в этом нуждается. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Сразу 3 турнира республиканского значения состоялись в селении Джалка по боксу, вольной борьбе и футболу. Организатором выступило Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике. Приуроченные мероприятия ко Дню молодежи. Турпал Лалита Исумов с результатами состязаний. Большие соревнования начинаются с республиканского турнира по футболу. 8 команд оспаривают звание лучшей. Участники исключительно юноши. Мероприятия посвящены Дню молодежи Чеченской Республики. Именно турниром интересен по всей республике. Каждый год сюда съезжаются самые лучшие команды. Разные районы Шейн берут друг у друга большой опыт. Игры проходят резво, от ворот до ворот считанные секунды. Футбол в исполнении детей самый эмоциональный и зрелищный, поскольку они бегут в обе стороны, пытаясь забить как можно больше мячей. Дождливая погода не мешает им пробивать по мячу и стараться одержать победу. Тем временем другие подростки соревнуются в региональном турнире по вольной борьбе. Поддержать их приехали почетные гости во главе с министром Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Исой Ибрагимовым. 11 весовых категорий и 100 участников собрались на ковре, чтобы выявить сильнейших. Борцы такие же быстрые, как и футболисты. Однако здесь все может решить один бросок. Второго шанса нет, и поэтому спортсмены должны быть очень чуткими. Такими качествами обладает Абдулла Эль-Мурзаев. В схватке до 62 килограмм он был сильнее Ясина Бабаева, благодаря своему упорству и технике, пройдя в следующий этап. Но и это не все. Параллельно здесь также прошел турнир по боксу. Здесь 12 категорий и 48 участников. На ринге они бьются друг с другом не менее жестко, но по всем правилам. И такие поединки с играми проходили в течение дня. В завершении каждой дисциплины победители и призеры получили медали, кубки и денежные призы от фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Турпал Лалита Исумов, Рахман Хаджиев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события, и еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.